Бисмиллахир-рахманир-рахим. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение, почтеннейшего из пророков и посланников нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалям. А затем, ассаляму алейкум, уважаемые братья и сестры. Давайте зайдем в дом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в день, когда он был на смертном одре. Ангел смерти уже снизошел с небес после обеденное время вторника, и он забирает его, алейхиссалям, чистую душу. В такие предсмертные моменты жизни человек всегда старается упомянуть для присутствующих самое наиважнейшее для него в жизни. Если у него был больной ребенок, то он завещает оставшим его братьям заботиться о нем. Если у него осталась старушка-мать, то он завещает своим детям опекать ее. Пророк же, саллаллаху алейхи, находясь на смертном одре, боялся убеждения, которые могли разрушить его умму. Он перед смертью повторял: проклятие Аллаха лежит на иудеях и христианах. Почему же? Которые взяли могилы своих пророков местами поклонения, мечетями. Тем самым пророк, саллаллаху алейхи, предостерегал нас от того, что они совершали. Он также говорил: не берите мою могилу мечетью, то есть мечетью, запрещая тем самым строительство мечети на могилах. Он также говорил: поистине те, которые были до вас, погубили себя этим действием. А мы знаем, что народ пророка Нуха, мир ему, из-за своего чрезмерного возвеличивания к умершим праведникам и их могилам, начинали устраивать на них мечети, места поклонения, а затем начинали вместо Аллаха взывать с просьбами к ним. Сегодня некоторые люди приходят на могилу какого-нибудь праведника и говорят, обращаясь к нему: «О любимец Аллах, похайся, заступись за меня перед Аллахом, о любимец Аллах, исцели моего ребенка». Затем начинает приносить жертву для него у могил, возвеличить его, умощает благовонием могилы и многое другое. Это все, уважаемые братья, запрещенные действия. Мало того, что это относится к видам ширка. Если вы задумаетесь вместе со мной, поймете, что Аллах именно из-за этого действия приписал для них заблуждение. Аллах свят, но великий, сказал: кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха, к тем, которые не ответят им до дня воскресения и которые не ведут об их зове? А когда люди будут собраны в судный день, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение. Некоторые людей всегда спрашивают, когда спрашивают человека: почему ты ходишь на могилу и вызываешь покойного, а не к Аллаху? Он говорит: послушай, я не призываю в могилу, я таким образом обращаюсь к Аллаху. Это шейх, посредник между мной и Аллахом. У него особое положение перед Аллахом. Он был из тех, кто плакал по ночам и постился днем, и много поклонялся. У него особое положение перед Аллахом. Я не говорю: шейх, прости меня, исцели от болезни. Я лишь прошу: о шейх, попроси Аллаха, чтобы он наделил меня пропитанием, дал мне хорошую работу и тому подобное. То, что говорит нам наш собеседник, есть тот же самый довод, который использовали в свое оправдание многобожные курейшиты. Аллах свидетель, уважаемые братья, неужели вы полагаете, что курейшиты, когда поклонялись Аллаху и Уззе, считали их богами, которые сотворили небеса и землю? Нет. Если ты спросишь у них, кто сотворил их, они непременно скажут: Аллах. Если ты спросишь, кто создал небеса и землю, подчинил себе солнце и луну, они непременно скажут: Аллах. Если у Мухаммад спросишь многобожников, кто не спосылает с неба воду и оживляет ею землю после того, как она умерла, они непременно скажут: Аллах. Это слова Абу Джахля, Абу Лахаба, эти слова их многобожия, которые, если спросить, кто создал небеса и землю, кто управляет бытием, они скажут: Аллах. Хорошо, если вы убеждены, что все это делает Аллах, то зачем же поклоняетесь Аллаху и Уззе? Они говорят: нет, мы обращаем к ним поклонение лишь из-за того, что это образы праведников, а не обладатели особого положения Аллаха. Хорошо, кто же такой Аллах? Аллах был праведным человеком. Он сидел на территории Аль-Харама Мекки и замешивал кашу для паломников. Он смешивал хлеб с финиковой кашицей и угощал этим паломников, делая тем самым садака. Год второй, десятых 40 лет, а он все продолжал совершать этот прекрасный вид поклонения. А когда он умер, люди из-за сильной любви, уважения и почитания к нему, понимая, что он обладатель высокого положения перед Аллахом, изобразили его в виде каменного изваяния. И если у них случалась нужда, то они приходили к нему чрезмерно, возвеличивая, просили: «О Аллах, походатайствуй за нас перед нашим Господом, чтобы Он нам дал вождя. О Аллах, походатайствуй за нас перед Аллахом, чтобы Он исцелил наших больных. Походатайствуй за нас, чтобы нам было дано пропитание». Теперь давайте обратимся к нашим собеседникам, которые адресуют поклонение могилам, совершают вокруг них таваф, чем желают приближения к их обитателям. Если ты спросишь его: «О такой-то, почему ты исполняешь обряды для приближения к могиле?» Он скажет: «О, это ведь обладатель высокого положения у Аллаха.
Аллаха. И какая же разница между ними и первыми? Аллах говорит о поклонении Абу-Лахаба и ему подобных, их оправданиях. А те, которые взяли себе аулия, кроме него, и говорили, мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Мы не поклоняемся к Аллаху, Уззе и Манату, кроме как с целью, чтобы они приближали нас к Аллаху, то есть, чтобы они были нашими праведниками. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, же отстранял нас от того, чтобы мы адресовали поклонение кому-то, помимо Аллаха, поясняли, и пояснил, что это является ширком. Аллах сказал, ничем не лжет Аллаху, не взывайте же никому наряду с Аллахом. Запрещено взывать к ангелам приближенным, пророкам, посланникам или праведникам. Нельзя адресовать поклонение никому, кроме Аллаха, в руках которого власть небес и земли. О мой уважаемый брат, если ты попал в беду, не иди к могилам, подними свои руки и попроси, о Аллах, отстрани от меня беду. Если заболел твой ребенок, смотри, Аллах говорит, а если я болею, то Он меня исцеляет. Аллах говорит, если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь. О, брат мой, чем взывать к тому или другому, к Бадави, к Саиде Зайнаб, Абдулу Кадру Джилани, да они могут быть праведными рабами. Аллах, мы просим Аллаха, чтобы Он простил для них и собрал нас с ними в раю. Я не желаю принизить положение, но я скажу, даже если мы знаем, что он праведный человек, мы все равно не имеем права вызывать к нему помимо Аллаха. Сахабы во время правления Умара ибн Хаттаба, да будет доволен им Аллах, когда поразил их страшная засуха, они не поспешили к могиле пророка, саллаллаху алейхи, обращаясь к нему, о посланник Аллаха, походатайствуй за нас перед Аллахом, что пролился дождь. Нет, они понимали, что пророк, саллаллаху алейхи, умер. Они вышли за город, пустыню, совершили молитву, затем, подняв руки, стали просить у Аллаха, о Аллах, пролей на нас дождь, о Аллах, пролей на нас дождь. Умар сказал Аббас, о Аббас, ты дядя пророка, встань и попроси Аллаха, чтобы он не пролил на нас дождь. И Аббас стал просить Аллаха дождя, пока тот не пролил их на них. Хорошо, почему же Умар или Аббас, или их дети Абдуллах ибн Умар и Абдуллах ибн Аббас, или ибн Масуд, почему эти праведные сподвижники не отправились поближе к могиле? Почему они подошли в могилу пророка? Разве есть какая могила почетнее, чем его могила? Почему они не пошли и не сказали, посланник Аллаха, мы твои сподвижники, пришли к тебе, мы испытываем жажду, походайся за нас перед Аллахом. Потому что они знали, что обращать подобные просьбы к умершим запрещено. Харам, даже если они пророки. Да, даже если они являются пророками. Это не означает, уважаемые братья и сестры, что мы не любим праведников, или что мы не любим пророков, саллаллаху алейхи. Нет, клянусь Аллахом, Аллах свидетель, мы любим праведников, мы просим Аллаха, чтобы Он собрал нас вместе с ними в раю. Однако это не должно означать, что если мы любим их, значит, мы должны обращать к ним некоторые виды поклонения. Нет. Дуа Аллаху, просьба о спасении, истагаса Аллаху, жертвоприношение Аллаху, таваф, там, где нам приказано это делать Кааба. А что по поводу праведников, то их право на нас, это то, чтобы мы обращались к Аллаху за них, просили за них прощения, почитали их, если они живые, то при встрече оказывать им почет, целуя их головы, спрашивая их о вопросах религии. Если они ученые, это их право, а вот молить их, помимо Аллаха, это является ширком. И нам, уважаемые братья и сестры, надо к этому быть внимательными. Я прошу Аллаха, чтобы Он облегчил нам на благие дела, чтобы нам сопутствовало благополучие, где бы мы ни были. И я также прошу Его, чтобы Он очистил наши убеждения от ширка многобожия. Аллах об этом известно лучше. Мир и благословение на посланника Аллаха Мухаммада.